Я продолжаю писать карту дня на 4 марта. Это у нас пятница, и я смотрю следующие 6 знаков зодиака, от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, да, это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, у меня есть первая часть этого видео, как вы можете ее найти. Под этим видео в описании есть ссылка на первую часть, да, то есть вы просто нажимаете и переходите сразу на первую часть. Если вы каким-то образом ее не видите, да, то есть вы не знаете, где искать, тогда вы можете мне в комментарии написать, что вам нужна ссылка на первую часть, и я вам ее просто оставлю в комментарии. Так, а я продолжаю смотреть события для весов. 4 марта, это пятница. Мы смотрим, что ждет весов, что ждет моих зрителей весов в пятницу, 4 марта. Покажите мне. 4 марта, пятница. Смотрим. Первое свидание выпадает у вас, может быть. Первое событие. Ага, да, смотрите, еще и тайное свидание. То есть не просто свидание, а какое-то тайное свидание даже. Застолье. Возможно, это где-то будет, да, где вы сможете поужинать, например. Ну, в принципе, можно и дома устроить застолье. Верность. Это гармоничные отношения в паре, да, то есть между людьми, между парой. Подкову нельзя. Череп показывает плохое самочувствие или посещение медучреждения. Ножницы нельзя. Конфликт может быть по мечам, да, то есть очень сильное с кем-то столкновение, 2 меча. Или если у вас с кем-то был уже конфликт до этого, да, вот недавно, тогда может показывать, что вы хотите отомстить человеку, да, то есть вы хотите сделать какую-то гадость, вы злы, да, на этого человека, то есть показывает вашу агрессивность в чью-то сторону. И неприятность еще может быть. Так, смотрим. Дерево – это приглашение. Ну, я так понимаю, приглашение, да, на вот это свидание. Приглашение. Здесь нет, здесь нет. Нет совпадения. Смотрите, что получается. Свидание, тайное свидание, гармоничные отношения в паре, приглашение, застолье. Да, то есть вот первые события как бы очень были такие позитивные. Потом идет тема здоровья, да, будет также важно в этот день, то есть либо посещение больницы, да, какой-то стоматологии, лаборатории, либо просто вы себя будете плохо чувствовать. Конфликт и неприятность. Ну, неприятность всегда можно избежать, да, то есть неприятность это обычно происходит с нами из-за нас, да, то есть какая-то ошибка, которую мы совершаем, приводит к неприятности. Что-то забыли, да, там что-то потеряли, неправильно заполнили, не туда поехали, не то сделали, да, то есть какое-то ваше неверное действие приводит к вот этой ситуации, вам приходится с ней справляться. Так что здесь просто нужно будет в этот день вам себя как бы лишний раз перепроверять, да, каждое свое действие, тогда, возможно, удастся избежать неприятности. Благодарю за внимание, весы. Я перехожу к скорпионам. Так, смотрим, меняю знак и смотрим события для скорпионов. 4 марта. 4 марта, пятница. События для моих зрителей скорпиончиков. Покажите мне.
4 марта, пятница, для скорпионов. Смотрим. Якорь. Якорь показывает, что вы где-то проводите много времени в одном месте, да, то есть полдня, скорее всего, никуда не перемещаясь, или что-то заканчиваете, доделываете. Время, обязательно следить за временем. Дети, цыпленок, событие связано с детьми, прибыль, получение прибыли в этот день, гости, скорее всего, гости на определенное время. Может быть, в гостях будут дети. Если у вас нет своих детей, скорее всего, может так проиграться. Так, ожидание. Может быть, в этот день разлука, чемодан, расставание, разлука. Ну, я так понимаю, с гостями. Череп нельзя. Смотрим периметр. Здесь нет. Свидание нельзя, не получается. Успех можно. Успех здесь нет и здесь нет совпадений. Смотрите, событий очень много. Выходит якорь, да, который говорит о том, что, скорее всего, надо проиграться, как что-то закончить, доделать получится. Затем идет прибыль, гости, время, дети в окружении, ожидание, успехи вас ждут и разлука, расставание. Ну, я думаю, что это с гостями, да, после того, как вы проведете время вместе и потом расстаетесь. Так что вот такой день получается. В принципе, все события положительные, хорошие. Так что, скорпиончики, день должен быть отличным. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к стрельцам. Смотрим, что у стрельцов. Так, стрельцы. Сейчас, секундочку, я отвлекусь. Так, смотрим дальше. Стрельцы. 4 марта. Пятница. События дня для моих зрителей стрельцов. Покажите мне. Сразу первое — череп. Плохое самочувствие или, может быть, у вас уже запланирован, да, вот какой-то поход в поликлинику, там, в больницу, то есть в какое-то медучреждение, тогда череп может просто это подтверждать. Если нет, тогда плохое самочувствие. Так, нерешенное дело. Есть еще у вас в этот день какой-то вопрос, который не получается решить. Получение документа, справки, бумаги. Да, вот, может быть, в больнице вам какую-то справку надо, как вариант.
Детки, семейная жизнь, цыпленок. Это событие, связанное с детьми. Вы будете проводить время. Верность нельзя. Так, проверяем периметр. Яблоко, слезы. Слезы. Могут быть слезы у вас. Тайное свидание. Тайная встреча какая-то. Больше нет совпадений. Получается, смотрите, первая тема медучреждения, да, или состояние здоровья беспокоит. Затем идет нерешенный вопрос, не получается решить в этот день, да, может быть, хотели, но вот не получается. Получение документа, справки, бумаги, может быть, посылки как вариант в этот день. Новости, да, то есть получение новости, что-то получаете, слезы. Тайное свидание, тайная встреча и дети. В вашем окружении будут дети, и вы будете с ними как-то взаимодействовать. Если у вас нет своих детей, это могут быть, ну, там, дети друзей, племянники, внуки, крестники, то есть не ваши, скажем так, дети. В общем, вот такая информация у меня для вас, стрельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. Смотрим козероги. Козероги, 4 марта. Козероги. Пятница, 4 марта. События дня. Покажите мне. Интимная связь. Гости. Что у вас тут про дела? Ничего не выпадает. Слезы. Угу. Так, и смотрим периметр. Весы нельзя. Здесь нет. Смотрим здесь. Нет, 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 нет. Победа, флаг. Флаг есть. Значит, у вас получается первое событие — это интимная связь. Да, ну тут опять кому-то актуально, кому-то нет. В общем, интимная связь, гости, слезы и победа. То есть тут могут быть слезы радости, да, от какого-то результата, от каких-то достижений. Да, то есть победа — это какой-то итог, да, то есть плюс в вашу пользу, победа в вашу пользу. Выигрыш, да, как вариант. Так что я думаю, что это слезы радости, скорее всего. Вот такой у вас, да, не очень событийный день, но зато вот события все хорошие, да, гости, победа. Их мало, но они зато хорошие. Благодарю за внимание, козерожки. Перехожу к водолеям. Так, водолеи сейчас будем смотреть.
Водолеи. Водолей, водолей. 4 марта. 4 марта. Пятница. Покажите мне, пожалуйста, события для моих зрителей водолеев. Что их ждет, какие события будут 4 марта. Покажите мне. Водолеи. Время. Смотрите, вам нужно будет обязательно следить за временем в этот день. Если выпадает будильник, он часто показывает, что вы можете куда-то опаздывать в этот день, да, то есть спешить, либо иногда надо выполнить заказ на время, да, то есть вас как будто постоянно подгоняет время. Колебания, сомнения, да, ну вот есть, знаете, успею, не успею, успею, не успею, получится, не получится. Дорога. Может быть, у вас, допустим, билеты, да, вот на какое-то определенное время. В общем, смотрите, однозначно лучше все делать заранее. Нерешенное дело и скользкое дело. Нерешенное показывает, что вопросы, да, которые вы хотели решить, вряд ли решатся в этот день, да, то есть, скорее всего, что они затянутся и не решатся. А скользкое дело показывает обман, да, то есть тут будет какое-то предложение к вам, да, то есть оно будет очень интересное, заманчивое, но там надо будет думать. Скорее всего, это обман, да, то есть кажется, что это что-то интересное, да, вот и очень хочется согласиться, но вы лучше подумайте. Там есть нюансы просто какие-то, которые пока от вас скрывают, но рано или поздно они откроются, да, и вы будете очень расстроены, что вы ввязались в эту авантюру. Разлука, чемодан, дорога, чемодан. Так, смотрим. Исполнение желания еще есть у вас. Смотрите, у вас тут как очень хорошие события, да, так и не очень хорошие в этот день. Такой день крайностей, знаете. События в доме. Возможно, вы едете на какое-то событие в пятницу. Да, то есть у кого-то может быть день рождения, юбилей, свадьба, крещение, рождение, в общем, какое-то событие. Так, смотрим, здесь нет карточки, здесь нет совпадений, нет, друг нельзя, нет, нет. Получается, у вас время, первая карта говорит, пожалуйста, следите за временем, делайте все заранее. События в доме, дорога, чемодан, колебания, сомнения, нерешенный вопрос какой-то есть. Есть предложение, от которого лучше отказаться, и исполнение желания. Вот такие события. В общем, 2 предостережения для вас, да, то есть дело, если какое-то не получается, не расстраивайтесь, да, то есть, ну вот, пока такая ситуация, что пока не получается его сделать, сделайте в следующий раз. И, да, второе предостережение, это, конечно же, будьте осторожны с обманом в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Так, рыбочки, смотрим, что у вас. Рыбки, 4 марта. Марта, пятница. События для рыбок. Покажите мне, пожалуйста, события для рыбок. Что будет у рыбок происходить в пятницу? Первое, сразу же нерешенное дело, какой-то вопрос
не получается решить, да, вот, возможно, вы уже и раньше пробовали, и в этот день попробуйте, но вот пока не получается. Сейчас посмотрим все события, если ножницы выпадут, возможно, даже и получится. Ну, вот видите, уже есть подкова, удача, везение. Это хорошо, да, может быть, удача поможет решить. Разлука, расставание будет с кем-то в этот день. Застолье нельзя. Завистники. В окружении змеи. Гости. Может быть, в гостях будут змеи, да, то есть будут люди, которые вам завидуют, будут пытаться вас как-то, знаете, укусить, что-то сказать язвительное. Так может еще быть. Смотрим периметр. Здесь нет. Рыба нельзя. Кораблик. Кораблик — это ожидание. Чего-то будете или кого-то ждать в этот день. Чего-то или кого-то. Ожидание гостей. Так, может быть, кто-то к вам приезжает с чемоданом, да, может так проиграться. Деловая встреча нельзя. Здесь нет и здесь нет. Получается, смотрите, что выпадает. Нерешенное дело. В этот день есть какой-то нерешенный вопрос, ну, вряд ли решится, потому что ножнички, видите, не выпали. Разлука, расставание с кем-то, удача, везение вам будет сопутствовать, ожидание, гости и злые языки. Я думаю, что злые языки будут у вас, ну, вы в гостях, с вами будут злые языки. Поэтому обратите внимание, да, вот на свое окружение. Кто-то там вам завидует. Благодарю вас за внимание, рыбки. Жду вас на своих новых видео.